Я хотел бы сделать обращение по поводу образовавшейся пропасти между народом Ингушетии и руководством Ингушетии. Это касается национальной политики Республики Ингушетия. Почему происходят нападения, почему происходят действия экстремистского толка среди молодежи, которые направлены на дестабилизацию обстановки в регионе и так далее и тому подобное. Почему все это происходит? На мой взгляд, в Ингушетии очень слабо поставлена внешняя и внутренняя национальная политика. На мой взгляд, национальная политика должна в первую очередь иметь такие аспекты, как национально-патриотический дух, развитие национально-патриотического духа. Национальная политика, на мой взгляд, не может быть без доли национализма. Я сам не националист, я лояльно отношусь ко всем нациям, поэтому хочу заявить, что, чтобы вы правильно поняли мои слова, что национальная политика не может быть сильной без доли национализма в ней. В хорошем смысле этого слова. Почему это происходит, почему образовалась пропасть между народом Ингушетии, а точнее молодежи и самим руководством. Вы помните, в прошлом году были организованы антиингушские митинги во Владикавказе, которые были организованы самим руководством Северной Осетии по поводу петиции, которую создал ингушский активист, связанные с аланизмом и так далее. Вы прекрасно все это помните. Как мы ответили на то, что в Осетии был устроен антиингушский митинг несанкционированный? Чем мы ответили? Ничем. Вы помните недавние нападения осетинских преступных группировок в Беслане на мирных граждан, на людей, которые проезжали через Беслан под видом борьбы с наркотиками, с торговлей наркотиками и тому подобное, под этим видом. Все это, конечно, ерунда. Это был предлог. Эти нападения были основаны на национализме, на осетинском национализме и несли свой характер по разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни, дестабилизации обстановки и тому подобное. Как мы отреагировали на это? Никак. Как отреагировало на это Министерство Ингушетии по внутренней и внешней национальной политике? Никак не отреагировал. Вроде бы было сделано заявление, были представители наши, поехали в Осетию, встречались с министром по внешней и внутренней политике Осетии. И что произошло? Что сделал министр по внутренней и национальной политике в Осетии? Что он сделал? Ничего. Как он отреагировал на это? Никак. Были наказаны люди? Нет. Никто не был наказан. Зато мы проявили, значит, активность и поймали парня, молодого парня, который написал непристойные комментарии на главу Республики Ингушетия. Конечно, все это неправильно, такие комментарии писать нельзя, я против этого. Но мы отреагировали. Это футбол в одни ворота получается. Почему не отреагировали они? И недавнее задержание Гамботова, которое происходило без ведома руководства Ингушетии. Приехали чужие спецслужбы с соседней республики, в буквальном смысле похитили человека, это можно назвать похищением. Почему? Потому что, я объясняю, почему, сейчас я объясню, почему это можно назвать похищением. Потому что руководство Ингушетии не было поставлено в известность абсолютно никак. По крайней мере, они так это говорят. Я почему все это рассказываю, сейчас я объясню вам в конце. Они арестовали, забрали человека, увезли его в осетинскую тюрьму. Виновен он или не виновен, это другой вопрос. Почему не было поставлено руководство Ингушетии в известность? Да, я почему говорю о похищении? Потому что его точно так же люди в камуфляжной форме того или любого другого гражданина Ингушетии могли похитить. То есть это могли быть не представители спецслужб ФСБ Осетии и России, переодетые люди. Вот так вот похищались десятилетиями с Ингушетии люди.
сотнями людей похищены и находятся по сегодняшний день не в известности. То есть их не нашли, и никто их по сути не ищет. Вот это все и вышеперечисленное приводит к тому, что между молодежью Ингушетии и руководством Ингушетии образовывается пропасть. Конечно, есть идеологи экстремизма, которые проповедуют экстремизм, ссылаясь на ислам и делая акценты на ислам, проповедуют экстремизм. Конечно, доля этого, конечно, тоже есть. Но молодежь озлоблена. Она просто озлоблена. Она считает, что она предана, что ее предали. И из-за этого образуется огромная пропасть, это лично мое мнение. И происходят вот такие вот бандитские нападения, которые были совершены на пост ДПС в Яндове неоднократно. Это бандитские нападения, я их осуждаю. Я сделаю все возможное, чтобы бороться с такими проявлениями. Я сделаю все возможное, чтобы бороться с экстремизмом, с дестабилизацией обстановки в нашем регионе и бороться со всеми, кто будет приносить хотя бы маломальский вред нашей республике. Я за нашу республику. Дело не в этом. Дело в том, что вот эти все вещи, на которые вы сейчас меня слышите, вы понимаете, о ком я говорю, которые не реагируют на эти вещи, которые происходят, направленные против ингушского народа, не реагирует. Вы не выполняете свою работу должным образом. Национальная политика, основанная вами, как бы, на мой взгляд, поверхностная. Нет у ней четкого проявления. Она носит характер больше такой, протокольной галочки. Галочковые мероприятия они называются. Поэтому я еще раз повторяю. Если вы не усилите национальную политику, внутреннюю и внешнюю по республике Ингушетия, по Ингушской республике, вот такие вот подобные бандитские нападения, проявления экстремизма и тому подобное будет происходить. Будет происходить почему? Потому что молодежь просто не видит от вас поддержки, она не верит вам. Она просто не верит. Я взрослый человек, я вижу много изъянов в вашей внутренней и внешней национальной политике. Почему? Потому что это действительно так есть. За последние несколько лет моего личного как бы мониторинга по вашей линии вы не отреагировали ни на один инцидент должным образом, который произошел по вине соседних республик. Вы не отстояли интересы ингушского народа. Вот это все создает пропасть между вами и молодежью. Учтите это, именно вот это и является, по сути, проблема, которая стоит у нас в республике. Я еще раз обращаюсь к молодежи республики. Хаджил Кегинах, я камял азаской металли, хандуци алче, сеймоци безыч вахчансу, сеймоч оку дуку безыч, сейкам дуку безыч, сагбусу шуанас хаху. Ер азаской металли дуце, ер азаской металли, эрси металли, цедица чулки, а ер назранер да ардадатия камял. Ер эрси металли дуц азым массан да хозы долыш, массанер, кретер долыш, массанер, реакции хугелыш, сандышва кегина хаджул, жвелтыжва, постыжи. Да, важди он хаса кретеж до хамажи, бусул генцер да режи, ши имел долыш до хамаж. خماي بوصل داتي يميل در بوصل داتي تخو ازدي يا خجي ايش حماش دت ديت واش не стачо ни в коем случае эш цепости бог беш бо кегина цемилицы бог беш бо кегина что сан кегина бушванш да нан долж вежли ежли сесек бирж долж нах бушванш что сан тей паж долж цацне гаргнах бушванш эш му бо нах ханс фудервей фохалервей ханс за последние два дня массак бирвей массак давялервей некер суну хоуш Ви пхасак, вы не рамвялари, ви пхасак коллег волш, хадza болите улажу. Знисте я хейте шон. Малах плюси уашек, аманер, фут уаждер. Знисте я шон хейте шо харсты шон, цена хаму худат шон, чакада дат шонс. С хамдат дет уаж, вы дерегиш бусук дышуан, вейнях дышуан, галгай дышуан, вы вечери дышуан, вы вечери ночи бышуан, вы вейнях кам дышуан, вы дерегиш сам дышуан.
مليون حشتو أصرش مأزدي متيش سناخل ديران أربج وين دي تحق نو أصل داتشان صار نو أصل دا يوجد حميتك على قصو قوي أربج 92 году وي دوادي جلاتش خان أربج فدر وين نو أصل در وين تحشا باشكي تر صار وين فدر صار وين حال سوق دال حق الله حمد زر فت صار دير инвестиции яйца вахабяхка уместишки годятся фут цар дал حق الله حمشتят цар бытыш арби шваш бахшар. Все эти арабские идеологи, которые толкают вам вот это вот по поводу, значит, чистого какого-то ислама, это всего лишь идеологи и провокаторы. По сути, они сами арабы живут себе. Швашт бахшаныч, абсолютного иудея нет, их ачан. Цан, мы тешь царях. Бахшаныч, он хитнах бахшаныч. Двоим он осел, дед должен, бахшаныч, швашт бахшаныч. А их идеологи толкают здесь чистый ислам. Чистый ислам арабам надо установить у себя. Они... 3 шейха между собой не могут договориться и таким образом позорят весь арабский мир. Это же видно, вы просто поинтересуйтесь политикой на Ближнем Востоке, что происходит. Поэтому Асанс Ади Ключу Ацани, я хочу, чтобы мой разговор услышали в Министерстве внешней и внутренней национальной политики Ингушетии. Дал борца Болбай, как это меня ждал, что я кот-то там